Всем привет! С вами команда Interdisciplinary Battles. И сегодня я расскажу, как использовать платформу Canva в рамках образования. Во-первых, что такое Canva? Canva — это онлайн-редактор для создания любого вида визуального контента. Вы можете делать презентации, плакаты и таблицы здесь. Canva является бесплатным сервисом, им легко пользоваться, также он доступен на русском и на казахском языках. Для того, чтобы использовать Canva, вам надо будет зарегистрироваться через вашу почту Google или же Facebook. Сейчас на экране появится QR-код для использования Canva, а также в описании будет гиперссылка на эту платформу. Сейчас мы рассмотрим примеры использования Canva. Один из примеров – это создание интерактивной презентации. Например, вы хотите создать презентацию для ваших учеников. В поисковой строке вы можете написать слово «презентация», и он вам даст шаблон на презентации. Вам выйдет большая библиотека шаблонов, и из него вы можете выбирать тот шаблон, который вам понравился. Есть бесплатные шаблоны, есть платные шаблоны. Допустим, мне понравился этот шаблон, я его выбираю, дальше он прогружается, и я нажимаю на кнопку «Редактировать этот шаблон». И теперь я могу его редактировать любым образом, как я хочу. Я могу добавлять туда стикеры, картинки, таблицы, добавлять и менять текст, или же менять цвета фона и так далее. Допустим, я хочу добавить какую-то картинку, я могу добавить ее из интернета, или же добавить ее из библиотеки Canva. Для этого я захожу в элементы и в поисковой строке пишу ключевое слово. Допустим, это будет растение. У меня сразу входит очень много графики, и из нее я выбираю ту графику, которая мне понравилась. Когда вы закончите делать презентацию, ее вам надо будет перевести в удобный формат. Скачать ее в PDF-формате, PNG-формате или же любом другом формате, который вы хотите. Вы нажимаете на кнопку «Поделиться», из нее вы нажимаете на кнопку «Скачать». Дальше вы можете выбрать любой формат, как вам будет удобно: GIF, Microsoft PowerPoint Document, PDF или же PDF для печати. Я обычно всегда выбираю PDF для печати, потому что в этом формате качество выходит лучше. И дальше я нажимаю «Скачать», и презентация начинает скачиваться. Таким образом вы можете создавать красивые интерактивные презентации. Тем самым с Canva вы можете легко редактировать текст, загружать свои файлы, иметь огромную стоку в библиотеку фото и видео, а также можете делиться своей презентацией с другими людьми, которые тоже будут ее редактировать. На этом все про платформу Canva. Мы ждем вас на следующих уроках. И в заключение, искусственный интеллект не заменяет работу учителя. Он лишь делает ее более управляемой, чтобы учителя могли сфокусироваться на более важном, на связи с учениками. Спасибо большое за ваше внимание. С вами была команда Interdisciplinary Battles. Если у вас есть вопросы, вы можете написать нам на почту.